Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Поддержка семей с детьми остается важным вопросом при любых обстоятельствах. Об актуальных мерах помощи мы поговорим сегодня с гостьей студии Еленой Волковой, министром труда и социального развития республики. Елена Александровна, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, вот в связи с продолжающейся в стране частичной мобилизацией и наряду с действующими мерами поддержки семей с детьми появились новые, в частности, какие? Указом главы Республики Саха-Якутия приняты решения о поддержке семей военнослужащих, мобилизованных в рамках частичной мобилизации. И кроме этого, также меры поддержки по указу главы сейчас распространены и на тех, кто заключил контракты после 24 февраля, и также на добровольцев. Поэтому на сегодня мы уже с 5 октября принимаем заявление на меры социальной поддержки. Это происходит через многофункциональные центры, а также через портал Е-Якутия, и уже начались выплаты. Я напомню, что согласно указу главы на сегодня предусмотрено 7 направлений поддержки. Это, во-первых, единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей для членов семей военнослужащего. Это поддержка в образовательных организациях, это оплата, освобождение от оплаты в детских садах, это питание в школах для школьников от 5 по 11 классы. На сегодня Министерством образования уже предусмотрены выплаты специальные стипендии для обучающихся в образовательных организациях профессионального образования. Это поддержка родителей на санаторно-курортное лечение. Вот я еще раз хочу напомнить, что сегодня выплаты уже начались, но по части из заявителей нами направлены уведомления о том, что сроки рассмотрения продляются до 30 рабочих дней. Вот. Я хочу объяснить, почему на сегодня такие уведомления направлены. Мы на сегодня от семей не требуем подтвердить непосредственно каким-то либо документом, что военнослужащий уже зачислен в воинскую часть. Все это делается, так скажем, в проактивном режиме, то есть органы социальной защиты отрабатывают непосредственно с военным комиссариатом Республики Саха-Якутия, и по спискам военного комиссариата уже непосредственно подтверждается, что человек действительно зачислен в воинскую часть. Вот. И, соответственно, на сегодня часть данных еще не поступила с воинских частей. Мы на сегодня проводим достаточно такую плотную организационную работу с военным комиссариатом для того, чтобы эти данные были получены, и, соответственно, максимально короткие сроки рассмотрения такого заявления произошло, и, соответственно, при подтверждении назначения случилось. Вот, поэтому просим не волноваться. Такие уведомления, которые получены определенной частью наших заявителей, это не является отказом в мере поддержки, это всего лишь продление срока. Поэтому мы сегодня работаем над этой темой и держим эту ситуацию на контроле. Елена Александровна, ну вот не так давно Государственная Дума одобрила законопроект о так называемом универсальном пособии. Что это такое, кому оно полагается и как это улучшит действующую систему мер поддержки? Действительно, в Государственную Думу Российской Федерации внесен проект федерального закона. Он пока еще не одобрен, он находится на рассмотрении, но, безусловно, этот закон ждали уже достаточно давно. Мы говорили о том, что происходит, так скажем, достаточно быстрыми темпами преобразование системы социальной поддержки семей с детьми. И действительно в последние годы были приняты достаточно много решений в отношении поддержки семей с детьми в разных возрастов. Мы в этой студии также говорили и о в свое время введение детских выплат при рождении до 3 лет. Мы говорили с 2020 года, когда вводили меру поддержки для семей с детьми от 3 до 7 лет включительно. С этого года уже
в полную силу работает пособие для семей с детьми от 8 до 17 лет. И, конечно, это достаточно большой круг выплат. И в этом смысле всегда говорили о создании целостной системы, чтобы она была понятная для всех, единообразная. И вот на сегодня действительно правительством Российской Федерации вносится такой проект об универсальном пособии, который объединит все выплаты, о которых я сказала, это 6 выплат, начиная с пособия для беременных, для женщин, которые стали на учет в ранние сроки беременности, значит, продолжая уходовыми пособиями и, собственно говоря, значит, включая вот те выплаты, о которых я сказала, до 3 лет, от 3 до 7 и от 8 до 17. Вот эти все выплаты будут соединены в одно универсальное пособие. Размер выплат сохранится, значит, по аналогии с пособиями от 3 до 7 и от 8 до 17. Он составит, значит, в зависимости от глубины нуждаемости семьи от 50 до 100% от прожиточного минимума. Ну и, в общем-то, порядок назначения будет сохранен в аналогии с этими выплатами. Также будет применяться комплексная оценка нуждаемости, то есть это помимо доходов также будут рассматриваться и имущественное положение семьи. Ну и эта выплата, она будет введена с 1 января 2023 года. Вот. Здесь важно отметить, что по выплатам, которые были ранее назначены, значит, если, значит, мама посчитает, так скажем, более правильным остаться на механизме ранних назначений, она может остаться до завершения срока назначения. Вот. А все те, кто уже, значит, получит право после 1 января 2023 года, на них будет распространяться непосредственно механизм универсального пособия. Давайте поговорим тогда с вами о том, что, наверное, нам, как региону Якутии ближе всего, наступает отопительный сезон, наступают холода. Нуждающимся семьям есть необходима и поддержка в подключении к источникам теплоснабжения. Как получить эту помощь, если она положена? Действительно, у нас в республике достаточно давно реализуются меры поддержки, значит, наших граждан, проживающих в таких домах, именно на подключение жилого дома к источникам теплоснабжения. У нас 3 вида такой помощи. Это, во-первых, помощь на подключение газификации. Также есть помощь на подключение дома к центральным источникам теплоснабжения. Ну и в нескольких районах республики, где достаточной мощности, да, значит, электрической мощности, есть поддержка на подключение к электроэнергии. Вот. Но остановлюсь, наверное, на сегодня наиболее таком актуальном вопросе. Это вопрос газификации жилых домов. На сегодня по решению главы республики в этом году увеличено существенно размер, во-первых, этой поддержки. Если раньше до 100 тысяч направлялось на газификацию, подключение внутренних систем жилого дома, то на сегодня уже 150 тысяч рублей. Это максимальный размер поддержки, который может получить семья. И существенно увеличился сам объем средств, которые направляются на эти цели. Сегодня очень активная работа идет с органами местного самоуправления. Ряд районов достаточно активно сегодня уже подключил свои семьи к, значит, вот эти жилые дома газификации. И, в общем-то, значит, эта работа сегодня продолжается, также стоит на особом контроле. Я хочу отметить, что по решению главы республики также нами сегодня внесен нормативно-правовой акт, изменяющий механизм, действующий механизм, в частности, по ветеранам боевых действий и по членам, по военнослужащим в СВО и по членам семей военнослужащих, принимающих участие в СВО. Также, значит, эти категории будут включены в категории получателей, но при этом без учета их доходов. В ближайшее время этот нормативный акт будет выпущен, значит, и начнет действие.
Есть еще такая серьезная поддержка семей со стороны государства, как социальный контракт. Насколько эта мера поддержки в нашей республике эффективна, востребована, и сколько семей воспользовалось такой системой поддержки? У нас эта поддержка, вообще этот механизм работает уже больше 10 лет в Республике Саха-Якутия. И за этот период уже более чем 20 тысяч социальных контрактов было заключено органами социальной защиты по всей республике. Общий объем средств, которые направлены на эти цели, составляет уже более чем 2 миллиарда рублей. И в этом году объем средств у нас достиг, в расчете на год, уже более чем на 700 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом, если сравнить, практически на треть мы повысили в целом объем направляемых средств. И прогнозируется, что в этом году порядка 5000 семей должны заключить такой социальный контракт. Из нововведений этого года в рамках социального контракта у нас увеличились размеры помощи. По решению президента страны, размер поддержки, направляемых на развитие собственного дела, составляет уже до 350 тысяч рублей. По актуальному направлению у нас в республике, это развитие личного подсобного хозяйства, по решению главы республики такая мера поддержки уже составляет до 250 тысяч рублей с выделением соответствующих средств из регионального бюджета. И одна, из новинок этого года – это поддержка тех граждан, которые остались без работы в начале года, в силу известных кризисных явлений. И таким гражданам тоже предлагается единовременная помощь, а также оперативная помощь в поиске работы. Ну и надо здесь остановиться также на новом направлении, это непосредственно сам поиск работы. Такого направления у нас ранее не было, он у нас введен с прошлого года. В рамках данного направления семьи могут получить поддержку на переподготовку, повышение квалификации, это материальная помощь в рамках стажировки и так далее, и так далее. Это очень интересное, востребованное направление, поэтому обратите внимание, наши семьи, кто сегодня ищет работу, пожалуйста, обращайтесь в Управление социальной защиты, вас проконсультируют. Благодарю вас, Елена Александровна, за актуальную и содержательную беседу, и благодарю вас за то, что стали гостьей нашей студии. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о мерах поддержки для семей с детьми. До встречи в эфире.